Здравствуйте. Мы продолжаем проводить на нашей площадке встречи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии со студентами и со школьниками. Сегодня у нас в гостях активный участник национально-освободительного движения, ветеран войны, директор дорожного фонда Заур Хварцке. Здравствуйте, Заур Хумсаевич. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам пришли пообщаться с ребятами. Заур Хумсаевич Хварцке родился 20 февраля 1950 года в Сухуми. С 1988 года был активным участником национально-освободительного движения, членом Народного форума Абхазии Айтгара. Заур Хварцке – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, командир разведдиверсионной роты Ишера. С 1993 по 1996 годы председатель общественно-политического движения «Союз защитников Абхазии». С 1997 года по настоящее время директор Дорожного фонда Абхазии. Заур Хумсаевич, я бы хотела, чтобы вы сразу так выстроить наш разговор. Сначала поговорить о предвоенной ситуации. Какова была степень готовности моральная, психологическая народа Абхазии к отражению агрессии? Давайте разделим, есть готовность, подготовленность, да? Об этом речи не могло быть, потому что мы не были государством, мы были автономной республикой. По существу это была фикция. Здесь даже двоевластия не было. Здесь была грузинская власть на 90%, и не могло быть речи о том, чтобы у нас была армия, флот и тому подобное. Это демагогия. К 1992 году народ был морально, психологически и внутренне. Это мое убеждение, это то, что я созерцал, это то, что я видел. Кто бы что ни говорил, конечно, он был готов. Вот рейтинг, да, назовем, как хотите назовите, готовности подвели нас к этому. И постарались больше всех грузины. Это им честь и хвала, они постарались. Осталось только вручить автомат. Среднестатистический абхазец был готов. Другой вопрос, что как каждый из нас был подготовлен, это отдельный вопрос. Часто в разговорах я слышу, что у кого-то из свидетелей тех событий было предчувствие войны, а кто-то был точно знал, что война неизбежна. Одним из них был ваш родной брат, герой Абхазии, легендарный Мущин Хварцке. Он еще в 1989 году, если я не ошибаюсь, говорил о том, что война неизбежна и нужно к ней готовиться. Если о нем говорить, то я даже не знаю, с какого момента когда он начал об этом говорить. Это даже в 70-е годы уходит. Представьте себе, 80-е, но конкретно в 86-м году, я хорошо помню, как раз дома находились, и он, глядя на происходящее, там у нас был диалог. Я не буду тратить на это время, потому что диалог был длинный, и мне надо будет вспоминать. И после этого диалога я вспоминал это. На самом деле это была доктрина. Он тогда, глядя, расписал все. То есть и что будет, и куда идет, и что Советский Союз не будет, и что сюда демократия придет, и что здесь вакханалия начнется, и так далее. Там же он заложил, что надо делать, и как надо делать, и так далее, и так далее. И в его доктрине было даже заложено, дети, наверное, сейчас удивятся, и многие телезрители, там не говорилось даже о неизбежности, о необходимости там речь. Уточните эту фразу, необходимость. Уточняю, необходимо. Я даже еще сильнее слово сказал бы, я боюсь смутить людей. Он это расписал в том духе, что у грузин появится колоссальная возможность наконец поставить точку, с их точки зрения, покончить с абхазской проблемой. И покончить с абхазами неугомонными и так далее. И это шанс они не упустят. Они обязательно введут войска, с учетом того, что у меня дома был информатор. И ни у кого такого не было, я имею в виду того же Мущина. Я ничего не предчувствовал. Я знал. То есть и неизбежность... врасплох вас не застало? Да, о чем вы говорите? Да.
Слушайте, вообще неуместно этого. Я знал и неизбежность, и закономерность, и необходимость. Я только одного не знал. Когда? Когда? Завтра, послезавтра, через месяц или полтора. Как-то вот так. Кстати, вы мне сейчас напомните, вот о готовности народа, да? Конечно, мы разные, безусловно. Сейчас я не хотел бы распространяться, но когда Спартак поднимал восстание рабов, да, не все рабы, наверное, были в восторге. Есть такая категория людей. Когда Махатма Ганди поднимал свой 300-миллионный народ, не все индусы были в восторге. Или Куба, или Алжир. Да, все колониальные народы, все эти страны, когда они восставали, всегда внутри были разные. И мы ничем не лучше других, и у нас были тоже разные. Но мы говорим же о среднем, мы о массе в целом говорим. Вот. И я хочу такой пример привести. Где-то за личный такой пример, возможно, он, это нельзя обобщать, решаете вы, слушайте. Вы же слушаете. Вот. Я вел практику за 2-3, может быть, 4 месяца. Это очень интересно, кстати. Я мог идти по проспекту, к примеру, Мира, да, а там много народу, всегда оживленное место, и я встречал абхазов. Там много можно сказать. Некоторых я пропускал мимо себя, единицы. Ну, а остальных никого не пропускал. А теперь вслушайтесь, я подходил. Мне не терпелось, когда мы поздороваемся, вот этот ритуал прийти у шпаку со шпаку. Как только это заканчивался, я задавал один вопрос странный. Что у тебя есть? И никто не спрашивал у меня, что ты имеешь в виду. Никто не переспрашивал. Все понимали, о чем речь. На что я поворачивался, тыкал в машину и говорил, а это что? То есть, дескать, почему не продаешь и не покупаешь автомат? Ребят, может, что-то хотите спросить? Да, давайте. Студент третьего курса исторического факультета, студент АГУ. Таня, Дмитрий. У меня такой вопрос. Морально вы в начале войны были все готовы, но вот когда видели, насколько с военной точки зрения активно проходит наступление грузин, вы не задумывались о том, что лучше капитулировать, или вы были до конца убеждены, что готовы отдать жизнь за Абхазию? В нашей ситуации, мне кажется, ни один народ, то есть не то, что о войне думает, не принято вступать в войну, скажем так. Великие, могущественные, в сравнении, естественно, европейские народы, вспоминайте, поднимали, вы уж простите, сразу лапки вверх, когда гитлеровская Германия вторгалась на их территорию. А там соотношения не такие были. Вот мы такие. Это наша загадка, может быть, даже. Но есть разум. Я вот это все подсчитывал, и вот я сказал, значит, может, вы удивитесь, я вступил в войну, абсолютно не веря в победу. Ну, а ее не могло бы, как так? Так не бывает. С точки зрения логики, с точки зрения... Мы не говорим о надежде. Это совершенно другая вещь. Надежда, она никогда не умирает. А вдруг с Марса прилетят и что-то такое случится. Я фантазирую, конечно. Вот. Я никогда это не озвучивал. Ну, а никогда в каком смысле? Вот в такой аудитории я первый раз это делаю. А вот так частной беседы, слушай, это, я слушаю этого человека. И по телевизору я часто слушаю. Я никогда не сомневался в победе. Я всегда верил в победу. Чего он говорит? Как он? Хорошо, что он верил. Основания, да? Хорошо, что он верил. И иногда меня спрашивают, значит, шутя, а как ты воевал, не веря? Ну, шутливый ответ. Воевать с верой может и дурак, а ты попробуй без веры повоюй. Заур Хумсаевич, вот получается за 2 дня, да, практически Грузия смогла блокировать всю Абхазию за 2 дня. Да, это очень... Да, очень быстро. Вот как нам удалось мобилизовать свои силы и за 5 дней освободить Гагру и ее окрестности, за 5 дней? Ведь мы проигрывали и в технике, и в живой силе. Да? Мы во всем проигрывали.
У нас не было армии, было народное ополчение. У нас не было, Всё правильно. у нас не было оружия, у нас были охотничьи оружия, у грузин была вплоть до авиация даже. Вот вы мне скажите, что это было? Это мотивация высокая, самоотверженность, это удачно спланированная операция по освобождению Гагры. Что это было? Как получилось освободить Гагру? Я лежал в Москве, 10-й день, по-моему, а российская пресса нас не баловала. Россия вообще была антиабхазская, не надо забывать это. Да, сразу давайте разделим, чтобы домыслов не было. Россия была ельцинская и Россия нынешняя. Это совершенно разные вещи. Та Россия была антиабхазской, антироссийской, прозападной и прогрузинской автоматом. Их действия об этом. Недаром Ельцин 3 дня дал на расправу над нами на встрече с Шеварднадзе в Дагомыс. Но там не говорилось 3 дня, там красиво звучало. На наведение конституционного порядка, ну что-то такое. Вот. И, наверное, это влияло. Истеблишмент России тоже был антиабхазский. Это не надо путать с российским народом. Это 2 разные вещи. У нас были те, которые помогали, это разделяем здесь. Все это надо разделять. И вдруг смотрю, газета, значит, я пришел очередной раз, я был очень тяжело ранен, нехорошо был ранен. Редко приходил в себя, общее состояние. Ну, бывали минуты, когда я был более-менее, скажем так, в нормальном состоянии. Беру газету, и вот такая колонка. Читаю и глазам своим не верю. Значит, эталон военного искусства. Образец тактики, стратегии. Что он там пишет? Это не так, я там был. А потом сел, подумал, ну да, он сидит в Москве. Наверное, он болеет, симпатизирует нам, знает обстановку и наши возможности знает. И как укреплен этот Гагри, тоже знает. Волнуется, переживает, слышит, абхазцы пошли в атаку. А потом через 6 дней слышит, абхазцы пошли и взяли, освободили. Он, наверное, опешил. Ну и тут, я так предполагаю, родились такие строки. Эталон военного искусства. Ну, знаете, если судить по результатам, мы вообще чудо сделали. Мы по сей день не понимаем, что мы сделали, что мы натворили. В хорошем смысле. Я еще раз говорю, если говорить о негативных моментах, не положено воевать в такой ситуации. Но мы вызов приняли. Вызов был брошен, вызов был принят. Мы не должны были выиграть, взяли и победили. И чего добились? Мы много чего взяли. Это поразительно просто. Мы же не просто физически победили. Дело же не в этом. Хотя это впечатляет. Конечно. Как это не может впечатлять? Вот все, что абхазы хотели, все, о чем они мечтали, все, что было возможно, они взяли. И самое главное, я перечислю. Вырвали страну из ядовитых опятий Грузии. Вот о чем мечтал абхазец. Лишь бы, я это знаю. Я в 10 лет я описываю. Я тогда был и молодым, и маленький был, и большим. Но я там стоял и слышу, что люди говорят. Не те, что говорят лидеры и так далее. Люди между собой. Абхазцы грезили, лишь бы уйти от Грузии, лишь бы. Мы это осуществили. Представляете? 70 лет об этом вели борьбу непрерывную. Мы это сделали. Одним махом избавились от агрессивного, взорвавшегося в конец оккупационного населения, которое превосходило нас более чем 2,5 раза иметь. У нас в тылу еще были, представляете, мы оказались между 2 жерновами, между молота и наковальни. Сзади грузины 250 тысяч, образно, да, в тылу, а спереди огромная страна. По нашим меркам это несопоставимо. Мы добились полной и абсолютной независимости. Об этом Абхазия в советское время и не думал среди статистических абхазцев. Он вообще не думал о том, чтобы вырваться из состава СССР.
То есть мы это все оптами в розницу осуществили, внедрили в жизнь, и за нее надо держаться, и за нее надо биться. Барнард, третий курс, исторический факультет, Абхазский государственный университет. Вот хотел спросить, как формировался ваш разведдиверсионное отделение? Рота. И вот интересно, какие задачи перед ним были поставлены во время наступления? Эта рота не так просто на голом месте создалась. Это была моя идея, без всякой там ложной скромности. Это была моя инициатива. Дело в том, что к тому времени у меня появилась своя агентура на противоположной стороне реки. Там у меня 3 были, а у них своя агентура. Я так получилось, вышел на них, на этих ребят, они хотели воевать, оказывается, они на противоположной стороне живут, и я воспользовался этим, сказал, ладно, воевать вы, конечно, не будете, а где я для них автоматы возьму, нас автоматов не... Но я вам предложу нечто, от которого вы не сможете отказаться, и не отказались. Оттуда информатика шла, я это приносил командующему, муж не был тогда, ложил на стол. И вот их появление, оно сдетонировало. Дело в том, что до того у меня было пару вылазок. Так, Елена знает этого человека, Лаша Чкадова. Ночью переходили реку, совершали там нечто, возвращались с автоматами. То есть первая эта вылазка. Я сейчас боюсь уйти от темы, от вопроса. Я, Лаша, Лосик Цуба, живой, здоровый, слава, Рауль Кубас погиб, Лаша тоже скончался. Перешли, во вкус вошли, нам это понравилось. Вот. Но встал вопрос, как мы перешли и так далее, это была чистая авантюра. Ну, везет, повезло нам. И необходимость была, чтобы кто-то помогал с противоположной стороны. А где его взять? Вот я их и нашел. Вот. И вопрос стал иначе. Опа, раз такие возможности, значит, надо создать разведдиверсионную группу. Это уже совершенно иной качественный уровень. То есть не надо ночью вслепую переходить, не зная, на что нарвешься. Охота на объекты диверсии, все это отпадало. Вот они. Они разведают, они изучат, они встретят, они проводят к этому объекту. Там или взорвем, или где как получится. И я вышел с этой идеей думал, человек 20, надо же созревать. Я решил, что 20 человек, да, я смогу повести в бой и так далее. Вот. Он обрадовался, он давно об этом хотел, и 40 человек навязал мне. Вот. Короткие сроки я отобрал их. То есть в чем моя помощь? Я говорю, твоя помощь в том, что позвать всех командиров полевых, а я приду к каждому из них и буду отбирать людей по своим каким-то принципам. Вот он их собрал, приказ дал, а я пошел, и за 2 дня рота была укомплектована. Конечно, название то громкое, значит, спецназ, да, это спецназ, разведдиверсионная рота. Мы все были дилетантами. И я, там не было у нас профессионалов. Я где-то чего-то начитался. Мы все были ополченцы. Вот. Как-то вот так, как могли. Вот. И, короче, это мы сделали. Она просуществовала, не то, что просуществовала, только мы обустроились и так далее. Критерии были жесткие. У меня же нет возможности проверить, на что он способен. Времени на это нет. Это первый этап тестов, да, потом думал, по ходу отсев произойдет. Все равно случайные люди там окажутся. Я думал, что потом отсею, выявляя их. Да. Но и даже на это времени не было. Все там шло вот так скоротечно. Я помню, что я спал, не знаю, падал, засыпал, просыпался, вскакивал, надо быстро. И только мы куда-то нас туда
Возаба, это в верхней шире, наверх спрятали, она была рота засекречена. Где-то в лесу нас, около родника, в глухом, подальше от людей, то есть. Вот там спрятали и сразу приказ, значит, на подмогу в Гагры. Туда нас перебросили просто как обычное подразделение. Не как спецназ, это там никого не интересовало. Вот. Ну и приехали, и поучаствовали, так сказать. Неплохо поучаствовали. Задача была поставлена, мы прошли все это. Меня там ранили, вывели. Быстро очень, к сожалению. Вот. Все там планы вот, интересные, конечно. На этом закончилась моя личная военная эпопея. На моем месте Лаша Чкаду оказался. Вот он и от начала до конца, до псов довел роту, то есть задача была полностью выполнена. Заур Хумсаевич, вот наступление на Гагру шло с 3 сторон, да? Какие были средства связи у вас? Как все подразделения координировали свою работу? Проблемы же были со связью? Лена, как вы... проблема со связью. Проблема была со всеми. Со всем, и в том числе со связью. Теперь смотрите, как вы координировали говорите, работу все подразделения? значит, вы задаете вопрос на уровне, ну, скажем так, Дилетант. командующего. Нет, это как будто я командовал. Я скажу про свое, а вы это обобщите. С чем вы Оттуда вывод столкнулись? делай. Значит, рота, вот посмотрите. Первая вступила в бой. Ну, меня ранили. Дальше пошла. Уже разгневанные бойцы. Командира ранили. Быстро достигла. Прошла все это ущелье. Никого нет. В гордом одиночестве. Что дальше делать? Слева гора. Поднялись на ней. Эта гора идет вдоль объездной дороги. Объездная дорога вот так поворачивает, а они вот так по горе пошли. Справа грузинские поселение, занятое грузинами, по существу проникло в тыл. Может быть, на километр, может быть, больше. Поднялась на совку и нависла над объездным мостом. Внизу справа грузины, там какое-то здание административное, техника и так далее. Грузины там бегают. Спереди новая возвышенность, метров 100, наверное. Оттуда урчание моторов, голоса грузин. То есть они в тылу. Только слева обрыв, и там никого нет. Нет ни рации, ни связи, не знают ничего. То есть какова судьба операции в целом. Не знаю, где находятся основные, а Камзык раздражает в одиночестве. Но ночь застала, переночевали там под мандаринами, ах-то якна, голод, и холод, и жажда, все. Еще и дождь пошел, и кажу, значит, до утра. И вот это, считайте, 2 часа атака началась, с того момента она оторвалась, полной изоляции, и до 6 или до 7 утра они были вне всех событий. Это проблемы о том, что связано. А может быть, такие, как мы были, еще были, без связи, без ничего. Ну, представьте себе. Вот. А потом утром там, оказывается, утром, значит, они всю ночь слышали вот с правой стороны, где грузины, эти голоса, звук моторов и так далее. А к 4 часам утра все стихло. Отошли. Без боя, без ничего они отошли. Грузины взорвали этот мост. Вот. А сзади стрельбу наши открыли, которые шли. Те в ответ. Рота попала под перекрестный огонь. Эти не знают, что они там сидят. В общем, чтобы не дошло утром рано, кстати, Артур Гыцба, Тандареп, Виктор Масленников пошли навстречу тем, кто стрелял вот сзади. Оказывается, это группа Шамиля была. Она поднялась на тот же холм и следом пошла, не зная, что впереди другое подразделение. Там его ночь застигла, он там и остался, увидел этих троих и возмутился.
То есть он претензиями. Дескать, вы не воюете, носитесь где-то, никто не знает, спите в домах, а он холодный, голодный в лесу. Эти говорят, нет, мы здесь впереди. Он никак в это не мог поверить, что кто-то может впереди него находиться. Он до конца и не поверил. Спустился с этой горы в село, чтобы убедиться, вот такой крюк сделал, вышел к мосту, как раз Лаша спустился, и там они встретились. Правда, он там произнес сразу, простите, братцы, уронил фразу. Все-таки, вот, понял. Я к чему говорю? Вот тогда только Лаша получил всю информацию, значит, как дальше бить, что дальше, и дальше пошло. И снова они первым вступили в бой возле зданий совхоза Сахаруля, а потом еще в 3 местах Украина, УГВД и так далее. Ну и вышли вместе со всеми к реке Псов, к государственной границе. К чему говорю? Ну, понимаете, связи не было. Не хватало того, да всего не хватало. Почему я и... И при этом мы вышли к воротам нашим западным. Так, посмотри, это не хватало, это же одна отдельно взятая проблема. Нехватка боеприпасов, оружия и так далее, связи, это всего лишь одна проблема. А мы какие? А мы ополченцы, мы что, профессионалы? Армии нету, она формируется во время Это боев. считайте, никто же из вас не служил. Ну вот завтра взяли вас на войну, вот так. Никто из нас, ну я служил, да, 20 лет тому, когда это было? Во времена Гороха. И вся армия, ну, конечно, там были бывшие советские офицеры и какие-то специалисты, но в целом это были ополченцы. И проблем ужас. Но мы это сделали. Почему нам это удалось? Ну, Лена спрашивает, как мы говорим. Ну, не могу ответить. Вот взяли и все каким-то образом. Умничать не хочу. Да, я могу сейчас сядь. Вы знаете, у нас такая мотивация. Мы вообще-то, знаете, абхазы такие... Не могу. Ну, абаси халы. А что абаси-то хыть? Это кому-то так надо было. Мы и там сделали, и в другом месте сделали, и в третьем. Да, иногда из-за нашей беспредельности, да, у нас и осечки были, и так далее, все было. Ну, финал, человека надо судить, а дела надо по результатам. А по результатам, друзья мои, мы победили, а победители не судят. Шакая Светлана, ученица средней 2 школы. У меня такой вопрос. Вы говорили, что вы все же были морально готовы ко всему, но все-таки какой был самый большой страх ваш? Чего я больше всего боялся? Ну, что я считал, что она и будет. А если они выиграют, что с нами будет? Со мной, ладно, я-то готов умереть. Я знал, что я погибну. Я все заранее знал, понимаете? Кстати, и муж не до войны знал, что он погибнет. Это он мне сказал. В доме, в комнате он называл людей, которые первыми встанут и так далее, и он добавил вот это слово. И все они погибнут. Я тоже там буду. Вот это его слова. Он не разбрасывался словами. Это был совершенно другой человек. Это я обычный. Там было совершенно другое. Но все боялись. Кто не боялся? Боялись и шли. Страх страху рознь. Я видел, как люди, которые... Это из той области, которые в начале войны я провоевал, к сожалению, мало. Ну вот он продукты таскает. А этот занимается чем-то. Я смотрел на них, ну, простите, несколько свысока. Ты же мужчина, ворохаться, мяхаться, бабадуться. Ты чем занимаешься? Кто-то это должен делать, но почему ты? Если бы мне кто-то сказал бы, это амбиции, кстати. Вот один такой, другой такой. Если бы мне кто-то сказал, нет, ты прекрати, иди кушать, готов для людей, дрова руби, ну вот тыловыми, это было бы оскорблением. А для него не оскорбление.
второй, третий. 9 месяцев я отлежал в больнице, приехал сюда и глазам своим не верю. Это тот, которого я смотрел свысока. Вдруг стал, ну, громко будет сказано, выдающийся артиллерист. Этот снабженцем был, вдруг стал командиром батальона. А этот пожилой вроде бы сидел там километры позади. Я еще его уважал, потому что он пожилой. А он стал командиром самого лучшего подразделения. Что происходит? Что происходит? Втянулись, каждый на каком-то этапе. И все слова мощные случились. Он все это знал заранее. Что сначала встанет определенная категория людей. Он как-то расписывал, я смысл передаю. Погибнут, потом брат за брата встанет, потом и так далее. И в конце весь народ встанет, и мы их победим. Вот что-то такое. Вот так оно и произошло. Здравствуйте, я Харасия Леон, студент Абхазского государственного университета, исторический факультет, второй курс. У меня такой вопрос. В ваше довоенное время, ну, можно сказать, ваши студенческие годы, были ли стычки у вас с грузинами, ну, серьезные стычки, в которых вы участвовали? Какой интересный вопрос. Вот тут мне есть что сказать. Но мне немножечко неловко. Почему? Потому что даже сегодня задним числом кто-то скажет, ну это аномалия. Я 10 лет отсутствовал. Я наведывался домой. Но это я 4 года на Урале, 3 года в Сибири был, 2 года армии в целом. И то я окончательно сюда пришел. Я, можно сказать, что ни одной конфликтной ситуации не упускал. Кончил, я не буду дальше говорить. У меня уже дети, я взрослый человек. Мне 35 лет, мои друзья собрались. Представляете, среди них грузины. И говорят, ну да, один раз ты рассказал, там у тебя был ЧП, там у тебя ЧП. Ты взрослый человек, ты отец 2 лет, ты что делаешь? Откуда муж не взялся? Что это такое? Чтобы вы знали, у нас одна мать, у нас один отец. Но я иногда смотрю, я вижу, что это что-то такое, но не изученное. Никто на этим не интересуется, а я вижу, что это что-то другое, непонятное, необъяснимое. Ну, наверное, в народе какая-то энергия существует, и в виде отдельных людей она их выбрасывает так, в той или иной ситуации. Почему так надо было, что в одну эпоху, в одно время появились одновременно Владислав? А что такое Владислав? Об этом тоже надо думать. День и ночь, кстати, это что за феномен? Вот. Почему они в одно время оказались? А почему сейчас пустота, вакуум? Может быть, опять такая ситуация нужна? А где яркие личности в этой ситуации? Если от чего это зависит? Есть вещи необъяснимые. То есть определенный исторический период рождаются вот такие лидеры. Они необходимы просто. Да, вот посмотрите, Владислав, да, аналог. Я понимаю, что есть люди, как я говорил, не все в восторге, когда не революция, а восстают рабы там и так далее. Они и среди нас же есть, они и сегодня есть, они и завтра будут, что они вечны. Вот. Кстати, они не погибают, а зачем им погибать? Вот. Есть те, которые не любят и ненавидят Владислава, безусловно, а иначе как? Все любили Махатму или Нельсона Мандела, или кто-то, выдающихся людей называет. Калибр Владислава аналог. Если в историю посмотреть, я могу заблуждаться, я имею право. Это мое мнение. Возможно, Нестор. Скорее всего, да. Нестор Лакоба. Дальше смотришь, да, хорошие люди.
Но серые личности одного калибра, одного уровня, а мы же не об этом говорим. И там дальше в глубине Келишбе я вижу. Дальше туда не лезу. Потому что Леон, говорят, ну Леон, там не буду об этом говорить, потому что я могу оказаться неправ и своем ошибочное мнение не хочу высказывать. Получается, в течение 300 лет мы выдали 3 выдающихся личностей. А это что, закон? Через 100 лет мы выдадим, очередной аналог появится. Может быть, зависит от количества. От количества тоже зависит. В большом народе больше потенциала, больше качества и так далее, и так далее. Но вот есть один страх у меня. А к тому времени, когда это понадобится, мы в состоянии будем выдать эту личность. А ведь выдавали абхазы, а мы уже абхазы или не абхазы? Называть-то себя можно сколько угодно. А по ментальности, по мышлению мы кто? Тоже надо подумать. Мы кто сегодня? А может ли такой народ выдать такую личность? Он может и яркую личность выдаст, но это будет совершенно другой тип. Может, самого лучшего либерала выдаст, такого могучего. Я куда намекаю, понимаете или нет, я не знаю. Тут есть, да, опасения. И очень жаль, что ну так, это реальность. Почему 3? Вот я, может быть, больше? Да вряд ли вы не сможете назвать. Мы народ с ярко выраженным посттравматическим синдромом. Ну, просто посмотрите на свое. 19 век, махаджирство. 80 или 70% нашего народа оказалось на том берегу. Здесь осталась горстка. В 887 году нас здесь 59 тысяч осталось. Сколько нас сегодня? 100 с копейками. Правильно? Да, я их имею в виду. А в Турции последние данные диаспоры какой? Полмиллиона. Это самый смелый. Нет, Так, 300. я слышал от диаспоры на встрече с президентом, то есть как бы официально озвучили. Это другой, не мой уровень. Он назвал цифру 700 тысяч. Полагаю, что диаспора не смогла бы охватить на 100%. 700 тысяч, несмотря на то, что они когда отсюда уезжали по дороге, и там на месте гибли от холода, голода, эпидемии, в войнах, растворились в турецкой этнической среде, раскидала их по всему миру. 700 тысяч. Это первое. А потом Грузия воспользовалась победой России, и начались проблемы. Вот как они издевались, насколько они поиздевались над нами, аналогами, чтобы вы знали, к концу 1950 года, в начале 50-го года, мы снова оказались на грани исчезновения. Тогда, после Маха, и здесь тоже, уже за счет грузин. Почему-то мы об этом не пишем. А какая ситуация сложилась? С Абхазией было покончено. Сюда, как это, впрыснули ли, эшелонами навели грузин. Пичкали. Это первый шаг. Вырезали всю элиту, подлинную абхазскую элиту. Кстати, и тогда коммунисты были, и после 50-х, только колоссальная разница между ними. Те были абхазами, они были с народом. А эти были другие. Это наши дяди, тети, дедушки, чтобы вы знали. Это наши родные. Но они были выпистованы, вышкалены, взращены в Грузии. Колония, метрополия здесь, это английская система
Они это использовали, они среди нас взращивали свои кадры, потом над нами ставили. В общем, это были не наши люди, это были чужие. По-родственному, да, дядя, тетя, это другой вопрос. Так было устроено. И к концу, то есть, огрузинно было все. Все, что двигалось и дышало. Топонимика, история, алфавит, обучение в школах. Ну, все было сделано. Оставалось только одно. Мало, чтобы точку поставить. Убит родной язык. Они к этому успели приступить. Случилась чудовищная случайность, дикая просто. В Москве окочурили Сталин и Берия. Все, прекратились репрессии, убийства, суд тройки и так далее. Вот этот беспредел прекратился. Но колонизация это не прекратилась, она как шла, так и шла. И абхазцы жили, оклемались, и в 1958 году первое выступление. Не было бы 1958-го, если бы Сталин и Берия прожили бы еще несколько лет. Вот что нас спасло. Адлиб Алион, Абхазский государственный университет, исторический факультет, второй курс. У меня такой вопрос. Какой бы совет вы хотели бы дать нашей молодежи сегодня? Совет, наставление, пожелания, Заур Хумсаевич, от вас. А можно так? Это то, что сейчас в голову пришло. Но я одну фразу сказал. Помните, мы чего добились, я сказал. Это что-то невероятное. Да? Нашей победы и результатов победы. Нам надо строить государство. Это совершенно другой вопрос. Сумеем, не сумеем, это другой вопрос. Получается, мы не это получается. Да, это тоже от нас зависит. Ну, я не в плане твоего вопроса, но это как бы тоже туда говорит. Абабс, держитесь за нее, думайте о ней. Есть абхазская планка. Это сугубо наша. Она вот там планка, высоко находится. Ее нельзя опускать. Она там оказалась за тысячи лет. И вот к нему надо нам всем пытаться подтянуться. Не ее опускать под себя, как это мы часто делаем. Планка на своем месте лежит, мы должны по ней ориентироваться. И абхазская планка звучит так. Если ты абхаз, если ты мужчина, ты должен быть всегда готов защитить своих детей, свою семью, свой дом, свой народ, если коллективная война. Учитывая сегодняшнее положение нашей республики, Да. каким вы лично видите будущее ее? Ну, аналогичный вопрос уже был задан. Я думаю, что вот смотрите. Вот в свете международных событий. Да, конечно, это всё в контексте. Да, очень серьезная Только в контексте. Узко так подходить, я же сказал, что такие процессы идут. Она может закончиться так, что раздавит нас. Но это надо расшифровывать. Разве вы нуждаетесь в том, чтобы... Это тезис, я сказал. А может так сложиться, что очень удачно для нас. Но вопрос был более конкретный и более узкий с вашей стороны. Мне кажется, что сегодняшний статус, я имею в виду, вот той, который у нас есть, здесь и сейчас, с учетом всех объективных обстоятельств, в том числе нашей малочисленности, в том числе нашей уязвимости и так далее, и вы можете это перечислять, вот так расписать. Мы идеального достигли. Я даже большего начинаю побаиваться, а потянем ли? Тут возникает вопрос. Я не знаю, но мне кажется, что это самое идеальное. Но оно не вечное, оно может в любой момент разрушиться и так далее. То есть мы заключили, смотрите, нас признал кто? Главный игрок в регионе. Хотите России назовите? Это его как бы очень. Никуда от этого не деться. Мы не должны изображать из себя китайцев или мозг там. Мы ведь главная цель это одна, сохранить свой народ. Вот все, другой задачи нет. А все остальное это средство. И свою идентичность. Это сохранить народ, это туда подразумевает. Это обязательно. Это уже вы расшифровываете.
Вот чему должен... Вообще главная задача президента – это вот это. А того, кто считает себя патриотом, он должен этими категориями, не навредю ли я. Вот я делаю это, а вот это не во вред ли. Я должен, а мы вредим. Я же не говорю про сигарету просто, хотя она тоже где-то входит туда. Я говорю о других вещах, в том числе. То есть реалии таковы, что нас признал. Это достижение, главный игрок. Более того, вы умудрились заключить с ним союзный договор. И вообще вы взяли, поставили между собой главным своим врагом, здесь и сейчас он главный враг, войска. Вы, может, даже не родились, и уже у нас с памятью плохо. А до того, когда это абхазец от каждого, я же видел по соседей, вы сразу, ой, Николай, а сейчас абхазец спокойно ложится, спит. И у женщины совершенно другие заботы. Вы себя обеспечили. Это нехорошо. Расслабляет? Не только. Чужими руками. Но ты объективно в таком положении. Так что будь добр, выстраивай грамотно отношения со своим союзником. И именно грамотно, правильно выстраивай. С чем у нас плохо дело? И это все от тебя зависит. И сохраняй свой народ, и иди дальше. А там потом вот это геополитические изменения, независящие совершенно, они произойдут. Что делать? Обстоятельства изменились, будем вести себя по-другому. Сегодня это так, держаться. Если Россия в этой битве титанов, которая только-только начинается, проиграет, для нас это будет очень плачевно. Закончится. Я мягко, политкорректно выразился. Я вот, хотя от темы отдаляюсь назад, Давай. но, кстати, представиться, Джигель Аван, третий курс, исторический факультет, Абхазский государственный университет. Тоже исторический факультет. А когда вот, еще в начале беседы вы рассказывали о Гагарской наступательной операции и о неподготовленности, непрофессиональности нашей армии. Прости меня. В рамках результата того, чего добились, когда мы говорим непрофессионально, как-то коробит. Но с другой стороны, это правда. Это правда, Вот только появились вооруженные силы, никогда не участвовали в конфликтах, никакой организации не было. Но меня интересует другое. Что вы можете сказать о, возможно, моральном духе, о подготовленности врага? Был ли это профессиональный и сильный соперник? Была ли у него мотивация вообще? Какая мотивация? Ну, а какая мотивация? За счет техники, только лишь той мотивации, конечно. Абхазец загнан был в угол. А тех, которые загоняют в угол, вы знаете, даже кролик бросается и так далее. А они, они были захватчиками. Они были агрессорами, они были оккупантами. Все эти термины здесь уместны. Мы выживем в новом качестве. Так. Хорошим. Да, более лучшим, более мужественным, знаменитые слова. более честном качестве. Неважно, вот спустя 30 лет, как бы вы продолжили эту цитату? Ребят, вы знаете, да, автор этой цитаты? Это сказал Мушни Хварцкий во время войны. Эта фраза очень вдохновляла во время войны, она вдохновляет и сейчас, и когда мы особенно любим посыпать голову пеплом, как-то вот она вселяет все равно оптимизм, по крайней мере у меня так. Как вы продолжите эту цитату? Я не хочу возвышенные, красивые слова, а нашим представительницам, в том числе и слабого нашего прекрасного, им это нравится, романтично все, не такое. Но вы до я этого пытаюсь угодить. Что Мушни Хварцкий не бросал слова на ветер. Конечно. Его логика, она еще актуальна. Я над этим, я ничего не упускаю. Давайте с этого начнем. Я над этим день и ночь думал. Я даже такую вещь скажу, если хотите, да. Когда вот патриотизм достигает потолка, как вы думаете? Что потом?
Ну, провокационный вопрос. Кто-то скажет, ну, конечно, во время войны, когда враг и так далее, ну, наверное, да, логично. Но я вот, не знаю, с погрешностью, то есть я имею право ошибаться, все время я свое мнение говорю, но в которое не всегда я сам лично абсолютно верю. Это тоже надо. Я понимаю, я могу ошибиться. Патриотизм достигает высшей точки, когда стабильно, все спокойно. Вот тогда он достиг. А значит, это жизнь. И кто-то обозвал ее патриотизмом. Ну ладно, раз патриот, он достигает высшей точки. И крайне низкой этой точки он достигает именно после войны. В мирное время любой мужчина, любая женщина, она знает, как должен вести себя. Ну, мы в контексте с войной рассуждаем. Кроме войны, жизнь разнообразна. Это же мои рассуждения, ребята. Я же не претендую ни на что. Когда муж не сказал, что мы возродимся, так эта война, это было и очищение, и так далее, и так далее. Во-первых, очищение тоже надо расшифровать. То есть это первый путь. Это первый шаг к тому, что если мы сделаем государство свое, какое должно быть, если мы останемся абхазами, то это все на месте встанет автоматом. И нас будут уважать за то, что мы такие, какие мы есть. Я всех поздравляю с наступающим величайшим праздником. Равного этого праздника у абхазов не было. И дай Бог, чтобы не было еще. Не нужно. Но выше этого праздника эти всех и соотечественников, и присутствующих здесь, я всех поздравляю с этим. Давайте ее ценить, давайте вцепимся в результаты и хранить. Спасибо огромное, Заур Хумсаевич, за то, что вы пришли к нам в студию, поделились своими воспоминаниями. Мне кажется, это был очень интересный разговор. Ребят, вы, наверное, подтвердите. Спасибо огромное, здоровья крепкого и всего хорошего.